1 октября 1949 года турецко-исламский Восточный Туркестан был оккупирован коммунистическим Китаем. С тех пор преследования в Восточном Туркестане нарастают без каких-либо перерывов. Культурно-информационный центр Восточного Туркестана выпустил пресс-релиз, в котором рассказывается о преследованиях людей в Восточном Туркестане в 74-ю годовщину китайской оккупации. В преддверии Национального дня Китая Этик вновь осудила оккупацию Китаем Восточного Туркестана и политику геноцида, проводимую Коммунистической партией Китая. Этик призвала заинтересованных лиц по всему миру объединиться перед китайскими посольствами и консульствами и мирно протестовать, требуя положить конец зверствам, совершенным против уйгурского народа. Государственный департамент США опубликовал обновленную версию документа о торговле цепочками поставок в Синьцзяне 2021 года, опубликованного правительством, сообщает «Голос Америки». Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что процесс обновления координируется Министерством финансов Государственного департамента США, добавив, что он проводится совместно Министерством торговли, Министерством внутренней безопасности, Офисом торгового представителя США и Департаментом безопасности, и что цель состоит в том, чтобы еще больше повысить уровень реагирования на геноцид и преступления против человечности, совершенные Китаем в Синьцзяне. Документ о торговле создан в том числе для того, чтобы привлечь внимание людей к тому, что Китай продолжает усиливать жестокость и нарушать права человека. Apple испытывает все большие проблемы в Китае. Китайское правительство, похоже, готовится закрыть крупную лазейку, которая обеспечивает доступ к запрещенным приложениям через Apple App Store. Согласно сообщению Wall Street Journal, технологический гигант начал переговоры с китайскими официальными лицами для решения этих новых ограничительных правил. 11 стран Европейского Союза бойкотировали оборудование, произведенное китайскими компаниями Huawei и ZTE для обеспечения безопасности сети G5 Евросоюза. Как сообщил «Голос Америки» 29 сентября, все больше и больше стран осознают опасность Китая. В частности, технологические компании стран ЕС объявили, что бойкотируют оборудование китайских компаний Huawei и ZTE. На данный момент 11 стран, включая Великобританию, Эстонию, Данию, Францию, Германию, Италию, Латвию, Литву, Португалию, Румынию и Швецию, объявили о своей поддержке бойкота оборудования Huawei и ZTE. Китайский истребитель якобы скрылся от радаров, пролетев под гражданским пассажирским самолетом в Тайваньском проливе. Министерство обороны Тайваня отказалось комментировать инцидент, в то время как бригадный генерал воздушно-военных сил Тайваня в отставке Чань Интинь заявил газете, что это может быть маневр троянского коня, чтобы скрыться от радаров. Чан предупредил, что Китай может начать внезапные атаки на остров, используя полеты пассажирских самолетов на маршрутах гражданских авиакомпаний, проходящих через Тайваньский пролив. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что сотрудничество между Центральной Азией и Германией должно укрепляться. Жапаров выступил на первом саммите Германии и Центральной Азии в столице Германии Берлине. Подчеркнув важность саммита, Жапаров сказал: «Мы выступаем за последовательное и всестороннее укрепление сотрудничества между Центральной Азией и Германией».